Он не знал даже, как стрелять из пистолета. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему люди в Хороге никак не успокоятся. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Мать Гульбидина Зиёбекова, убитого в ходе спецоперации силовиков в Рошткалинском районе Гбао, намерена добиться встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Певистама Абдулмуминова 1 декабря заявила, что власти Гбао не стали рассматривать ее заявление, и поэтому она решила обратиться к президенту. Напомним, именно убийство 29-летнего Гульбидина Зиёбекова вызвало недовольство жителей Хорога и стало причиной 4-дневного митинга. Протестующие требовали найти и наказать виновных в его смерти. Как вы думаете, удастся ли это матери погибшего? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Гульбидин Зиёбеков был убит утром 25 ноября в селе Тавдем Рошткалинского района. Прокуратура Гбао заявила, что Зиёбеков находился в розыске по обвинению в захвате заложников и разжигании национальной розни. Во время операции он оказал вооруженное сопротивление и начал стрелять из пистолета Макарова, которым владел незаконно. Преступник был ранен ответным огнем, говорится в сообщении прокуратуры. Однако Певистама Абдулмуминова заявляет, что у сына никогда не было боевого оружия. «Я клянусь Богом, клянусь памятью моего погибшего сына, что у него не было никакого оружия. Он в армии не служил, как стрелять из пистолета не знал. Мой сын никогда в жизни не курил, никому не причинял вреда», утверждает женщина. Очевидцы также сказали, что в ходе спецоперации у Гульбидина Зиёбекова оружия не было. Однако местное ТВ «Бадахшан» в качестве доказательства вины Зиёбекова в подготовленном силовиками репортаже показал якобы принадлежащий ему пистолет Макарова с магазином. Певистама Абдулмуминова говорит, что за 10 месяцев после захвата в заложники сотрудника прокуратуры ее сына ни разу не пригласили для дачи показаний. Она также возмущена тем, что у силовиков была возможность задержать Гульбидина, но они выстрелили в него. Митинг в Хороге завершился вечером 28 ноября после того, как руководство области обещало провести тщательное расследование смерти Зиёбекова и еще 2 парней и выполнить другие требования протестующих. Но пока люди не видят выполнения всех своих требований. А как вы думаете, они будут выполнены? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!